Добрый день, уважаемые зрители. Я являюсь помощником Канашского межрайонного прокурора и зовут меня Киргизов Александр Иванович. Очень часто мы встречаемся с вопросами оформления полисов ОСАГО по страхованию автомобильных средств. Значит, сегодня хотел бы поговорить об отказе в оформлении договоров ОСАГО с страховыми компаниями. Значит, по правилам ОСАГО, утвержденной Банком России, страховая компания обязана незамедлительно выдать страховой полис и копию заявления о заключении договора страхования гражданину, обратившемуся к страховщику и представившему все необходимые документы и оплатившему страховую премию. Страховщик не вправе отказать в заключении договора страхователю, обратившемуся к нему с заявлением и представившему все необходимые документы. С 1 января 2017 года собственники автотранспорта имеют возможность заключить договоры ОСАГО в электронном виде, что можно сделать через интернет на сайте любой страховой компании, которая осуществляет страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, вне зависимости от того, в какой страховой компании был оформлен предыдущий страховой полис. Если страховщик по какой-то причине уклоняется от заключения договора ОСАГО, ссылается на внутренние регламенты, отсутствие бланков и так далее, он может быть привлечен к административной ответственности по статье 15.34.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Органом страхового контроля является Центральный банк Российской Федерации, куда могут быть направлены любые жалобы на действия страховых компаний, нарушающие права граждан в сфере страхования, в том числе и по договорам ОСАГО, с подробным описанием возникшей ситуации и при возможности приложением подтверждающих документов, объяснений, свидетелей, аудио и видеозаписи. В том числе по данному вопросу вы можете обратиться в межрайонную прокуратуру. За эффективную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Под эффективной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в жилых помещениях в Российской Федерации понимается постановка их на учет по месту проживания в жилых помещениях на основании представления заведомо недостоверных или ложных сведений или документов, либо постановка их на учет по месту пребывания в жилых помещениях без намерения пребывать или проживать в этих помещениях, или без намерения принимающей стороны предоставить им эти помещения для пребывания или проживания. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо принудительных работ на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без такового. Дознание по таким делам ведут дознаватели органов внутренних дел.